Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Карен, приветствую. Доброй ночи. Да, говорите, приветствую всех. Короткий стрим сделаем, иншаллах. Немножко поговорим про музмахмадовцев во всех их ипостасях. Заза маршал, дедика, чайдик. По какому поводу? Тебе знаком Гладу Алакс, что блогер? Не знаю. Может быть, слышал, не знаю. Просто манера напоминает мне, он тоже вот так. Возможно, он также такие же движения делает. Да, вот такие. Возможно, это я. Это мой дух, который переселяется. Так, мы сегодня будем говорить чуть-чуть обо всем. О ситуации в Сирии, о ситуации в чеченском сегменте интернет, об этих музмахмудовцах новых, которых нам засылает Россия, таких дагестаноязычных, патриотичных, подрусских вот этих музмахмудовцев, всех бородатых, которые сейчас активизировались, которые упорно, настырно, можно сказать, настойчиво пропагандируют снова все вот эти вот прекрасные моменты ислама, шариата, преподносят, что в Сирии сейчас будет вот великая исламская умма, что победила, там есть всякие разные музмахмудовцы, также эти музмахмудовцы подружки, которые активизировались в Украине, одновременно музмахмудовцы, которые у нас в Чечне подружки, они тоже говорят, все-таки мусульмане победили. Вот понимаете, есть здесь такая, знаете, общая тенденция к синхронизации того, что музмахмудовцы победили. Ислам победил для того, чтобы, как мы говорим всегда, чтобы туда снова завлекать нашу чеченскую неокрепшую молодежь. Также есть такой агент Абу Бакр, который живет в Австрии, Вена, который вообще активизировался с какими-то бородатыми молодыми людьми в черкесках, говорит, что вот исламская умма победила, начинает там всякие 5-минутные, 10-минутные проповеди вести, говоря о том, что в Сирии победили мусульмане, что ислам победил, что вот для мусульман это большая радость. Заявляем ответственно, что для чеченцев никакой радости от этого нету. Какие бы туда музмахмудовцы не приходили к власти, суннитского, алавитского, шиитского, да любого толка, шафиитского, ханафитского, с любых мазхабов. Для чеченцев это смерти подобно, поэтому чеченцы, пожалуйста, не поддавайтесь провокации. Нам этот ислам уже по горло, мы насытились, мы сыты этим исламом, этим шариатом арабским, русским, потому что, как мы говорили и заявляем, с помощью Госдепа, Сената, а также Конгресса США, Аллах является один из каменных черных идолов из 360 мекканских идолов до исламских арабских. Его Мухаммад выбрал себе главные истуканы и идолы тьмы, мрака, мракобесия, а также луны. Аллах является рабом Русни, российской террористического объединения, которое называется Российская Федерация. Аллах – это раб Русни. Все, что делает Аллах, это выгодно и по приказу, и указки из Кремля, и ФСБ с Лубянки. Поэтому, дорогие братья, сестры во Христе, чеченцы, какие бы вы ни были, мусульмане, не мусульмане, исламцы, не исламцы, музмахмудовцы, музмахмудовки, не поддавайтесь на провокации, пожалуйста. Просим вас, настоятельно просим, не поддавайтесь на провокации, не поддавайтесь на эту пропаганду. Никакая исламская умма, муфта и так далее, и же с ними не победила. Это все является спецоперацией Турции, совместно, возможно, с другими странами, которые влияют на Ближний Восток. Не будем сейчас говорить, по-любому, это наши стратегические союзники, поэтому мы их не будем. Но Турция не является союзником чеченцев. Это наш враг идеологический, также стратегический
и исторический, который использует чеченцев в своих корыстных целях, в своих геополитических играх, в своих имперских меркантильных играх против Ирана, против России, Русни на протяжении последних 4 веков. Поэтому Турция нам не является другом. Мы не говорим, что Турция нам враг, но и друг она нам не является. Практически, если так рассудить, это наш, можно сказать, оппонент в плане того, что он не враг, но и не друг, но практически враг. Это тот партнер, так называемый партнер, который, ну, потому что турки себя называют мусульмане, братья. Это тот партнер, который нас подкидывает всегда в жернова русской военной машины, русской империи и пропускает через кровь. Поэтому, пожалуйста, дорогие чеченцы, не поддавайтесь на все эти пропаганды, провокации. Сирия нам не должна быть интересна. Сирия – это вообще иностранное государство. Там сами арабы не могут между собой разобраться. У нас там никаких интересов нет у чеченцев ни в историческом плане, ни в материальном плане, ни в культурно-историческом. Ни в каком плане у нас нет ничего общего с Сирией, никогда у нас там ничего не было и не будет. Поэтому, дорогие братья, как говорится, и сестры во Христе, словом, возвращаясь к этому, мусульмане, музмахмудовцы, исламцы, прихузады заднеприводные, пожалуйста, будьте хозяевами своих мыслей, своих тел, своих душ. Не едьте в эту Сирию, оставьте в покое это все дело. Мы и так от этого пострадали, настрадались. Более 10 тысяч наших чеченских граждан, которые были вне пределов Чеченской республики оккупированы, также с территории Чеченской оккупированной республики, погибли там и сейчас находятся в заточении. Многие женщины, которые стали, наши чеченские этнические женщины, которых наши чеченцы, так называемые мусульмане, мусульманцы, повезли туда, стали секс-рабынями. Понимаете, до чего дошли? Секс-рабынями они там стали. Поэтому мы призываем снова и снова, будьте бдительны. Кто хочет добавить, пожалуйста, добавляйте. Даем слово, свободный микрофон. Легко, Масери, легко. Согласен. Поддерживаю. Все нормально. Вот Франция, не свалюсь хэшом. Франция тоже начал уже геополитическое видение, мышление иметь. Франция раньше был немного в глубине, но сейчас он очень сильно активизировался, укрепился во своих взглядах. И ведет четкую аналитику, очень, очень чутко следит за теми событиями, которые происходят в мире. Кстати, из хламов что-то активизировался тоже наш брат. Хусейн, салам алейкум. Бывший президент ЧДП, бывший адъютант Масхадова, бывший замначальника Генерального штаба Объединенных штабов Чеченской Республики Ичкерия во время так называемой, как они говорят, Первой русско-чеченской войны 1994-1996 годов. Бывший депутат Чеченской Республики Ичкерия, а также бывший, почетный, бывший потом представитель, то есть бывший член в правительстве Заки Ахмада, а потом бывший почетный президент Чеченской демократической партии, в которой был Мурат Сулейми и же с ними. Аллах Акбер. Вот это режимы. Сегодня выступает и ведет прямые эфиры с Лигой наций, которая под русское ФСБшное детище на информационном поле, где активно работает русский ФСБшный агент Руслан Айсин. Аллах Акбер. Вот и все. Видите, как айсберг показывает свое дно. То, что скрыто, потом потихоньку появляется. И вот, как видите, вот это все ЧДП, это шайка-лейка музмахмадовцев. Говорили, будем говорить. Все. Никаких сдержек больше не будет. Только полный разнос. Кто в ЧДП, он музмахмадовец. Русский под-русский музмахмадовец. Все. И этим все сказано. Это доказывает обратное. Все их бывшие члены, Мурат Сулейми, кто там был, вот этот вот, который сейчас в Австрии очень сильно активизировался, психиатр, Ватсон, Шматсон, Сурхо, Шмурхо, Хусейн Исханов, Хусейн Исхламов,
Хусейн Исламов. Все вы музмахмадовцы. Ибрахим, ты тоже музмахмадовец. Тебе конец. Клянусь Аллахом. Полный разнос. Будем говорить все как есть. Все уже. Больше сдерживаться не будем. Ибрашка музмахмадовец тоже. Не хочет, чтобы мы говорили правду про ислам. Не хочет. Он хочет скооперироваться, как говорится, с музмахмадовцами. А Мурат Сулейми со своей братвой, такой музмахмадовской тоже, с нашей музмахмадовкой, Мадина Булати, которая музмахмадовка тоже во Франции, все вы одним, как это, мазаны, одной краской, одним вот эти все вымазаны. Вы все одинаковые музмахмадовцы. Вы не хотите, чтобы для чеченской нации была донесена правда, истина. Постоянно заглушаете правду. Вот не хотите вы, чтобы чеченцам сказали, что Мухаммад это разбойник, насильник, маньяк, что в Коране нет ничего святого, священного, что это музмахмадовские сказки, похотливые его розовые влажные мечты. Что музмахмадовец, педофил, Мухаммад, убийца, насильник, маньяк, разбойник, который насиловал и женщин, и детей, и девочек. Что ничего святого, священного в этом нету, что арабы это рабы сами по своей сущности, что Аллах рабу с ним, вы это не даете донести чеченцам. Прикрываясь так называемым мнимым чеченскими вот этими именно качествами, как целомудрие, благонравие. Вы же блюстители нравов среди чеченцев, да? Вы не даете донести правду, мерзавцы. Вы мерзавцы, вы подлые, мерзкие мерзавцы. Шунах ячу. Шухачи элны, шушаешь. Ты мог алдишь. Ведь верхузады задние приводы. Потом надо это говорить. Тот, кто говорит, не говори правду, он в автоматическом режиме становится и есть на самом деле кверхузадом заднеприводным музмахмадовцам. Потому что он дает уничтожать свою родную прекрасную нацию чеченскую. Потому что тот, кто говорит, что Мухаммад, есть какая-то там святость, что-то там есть ценное, что в этих намазах есть что-то хорошее, то он является вредоносным элементом для чеченской нации. Ему это надо так и сказать. Он музмахмадовец, и кверхузад заднеприводный. Бюхумё, одовчик оман. Зумита го. Шоновчик оман. Зумина в душу. Вы, прикрываясь так называемыми европейскими ценностями, демократическими ценностями, вы сбиваете с толку эту чеченскую нацию, которую так уже охомутали, свели с ума все вот эти русские православные, подрусские, русские, исламские, радикальные вот эти элементы, вот такие как Джамбулат Сулейманов, как Пасхан с Ницей, как Ахьят Идигов, как Аслан этот Арцуев, как Янгулбаевы, как Мансур Сайдулаев, как Тумсу, братья Тумсу, Тузик, Шариков, вот этот вот, Тумсу Абдурахманов, его брат вот этот, как его, Музмамов тоже Абдурахманов. Вы все эту нацию держите во тьме, вы в узде ее держите. Дайте этим людям познать истину и правду, что все это, вот это нагромождение исламское, русское, православное, вот это, какой бы это форме не было, в умеренной, не в умеренной, политический ислам, этот, не все это зиждется на Коране. Все не даете проснуться этой нации. Шущаешь нахьячу, музмамадовцу. Какая разница, что ты умеренный музмамадец, что ты не умеренный? Это как среди гомосексуалистов. Активный, пассивный. А есть би. Вы все кверхузады заднеприводные. Вы только этим занимаетесь, что друг друга дрючите. А дрюча друг друга, вы дрючите это чеченский народ, эту чеченскую нацию, которую вы загнали в это мракобесие. Вы загнали эту нацию, вот это русское, православное, подрусское, исламское мракобесие. Дайте этим людям проснуться. А ну лишь ухнаранты, и конечно, я нахрен слушаешь. Нас маячу. Вот тогда алитиш, гылк дуй, гылк дати. Шуху гылк ду, шуху гылк ду. Нацакач. Шундрена нана дячли, шамела, хачил, а шувахали, има али, возьма али, иштали. Ункар, ватти, бертал, ватти, как халтовый, как бабагати, шуй, ему не хачаешь. Парни наши, уже надоело вам это, говорите в аккуратной, дипломатичной форме. Шухнеч нации, да, вещи я надо. Что ты целишь? А ты ж? Шунхуа, кто ордисты ваш борнах? Что думаете, люди это не видят, что ли? Конечно, видят. Шунах, англашки сделали, шунах, швах, асам, водах,
Özbük bol, bu çemiş. Hadi İslam'ın gelişin, Ruslan ersi seni kanalda şu. Murat Süleymi, diya, bu köyü seni. Şamelo, Haçeri, Dena, Nana, Marhibata, Samarhibata, Nana, Dena, Massana, Deş kuçu, uçak bolna buşumuş. Nahı olsun, şu nahı şu. Şu ya hılk dert, ya hulk dert, ya düğünül dert, ya özdengil dert, ya kira, dog dert şu yah şu şeit yah şu nah şu. Haçeri, şef, meyli. Кто хочет добавить, может добавить. Кто хочет опровергнуть, опровергайте. Всем дается слово. Молчите. Ну, раз уж молчите, то будем молчать все вместе. Так, у нас в гостях Черлан, Будзузук Ашишани, Ашишани, Лейла, оперная певица со скалой. Под кодовым названием у нас какой-то 641, 691, 850, 885 КАП, 3 точки, 1 точка, потом еще 1 точка, потом Фриман, потом Мика, потом Хай, потом Франция, потом Арчи. Кстати, Арчи Кавказ. Вот примерно просто послужите. Какой-нибудь двухстишье есть у вас? Кстати говоря, лауреат, ты же слушал, наблюдал и невольно вспомнил стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Как там он пишет, среди прочего, мол, не страшат тебя громы небесные, а земные ты держишь в руках. И несут эти люди безвестные неисходное горе в сердцах. Так как ты говоришь, отбитыш и нах. Действительно, откинули на 40, на 50 лет в развитии. И он дагдыч. Это просто жесть. Между прочим, Арчи, красивое стихотворение. Вы вообще у нас очень талантливый человек. Вы гений. Хотелось бы быть рядом с вами и пожать вам руку. Да, Дерес, вполне гением. Хотелось бы вам пожать руки и откинуться к Аллаху туда, в рай Фирдауса Джаннатан Ялсмани. Аллах Акбер! Аллах Акбер! Было такое мультик? Это самый, кто там был? Этот утенок, утка, да, этот? Вот типа Аллах Акбер! Аллах Акбер! Одно и то же. Вот куда ни кинься, везде Аллах Акбер. Ладно, Это хорошо, дятел будем Вуд. уже. Дятел Вуди, да. Куда, кстати, вот куда, вот просто вот это, посмотрите, вот аналогию пройдите, вот эти. Куда не пойдешь на любую площадку, на русскую даже уже площадку идешь к русским, там тоже тебе Аллах Акбер уже кричат. И попы Аллах Акбер кричат. И попы молятся на арабском. Да что ты будешь делать? Вот это что такое вообще страна кривых зеркал? Какое-то мракобесие. Сумасшествие. Маразм крепчает. Кстати, у нас в гостях тень Аллаха. Альхамдулиллах, он с нами. Тень Аллаха. Есть у вас что сказать? Давайте, пожалуйста, официальное заявление. Ой, Маша Аллах, Маша Аллах. Машалла, да, значит, Маша и Алла Шакира. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. О, серьезные ребята подошли, серьезно. Все молчим, слушаем. Давайте, обменивайтесь арабским приветствием. Я тут хотел спросить, я не уверен, но в Коране вроде бы написано, что разные речи там запрещены, или где это написано. Стихи вообще, они разрешены в исламе разве? И в исламе все человеческое, все благое запрещено. Как так? Bid'ah huquq. Bid'ah huquq. Новшество хук. Не, навряд ли стихи запрещены, потому что при Кордовском халифате поэзия была развита. Умар Да, Хаяма именно это из-за я этого точно убили. говорю. Умар Хаяма, мои предки. Из-за чего? Из-за чего? Из-за того, что он был писателем, он всю свою жизнь потратил на писание. Из-за того, что он всю свою жизнь Но он потратил на поэтом это. был разве? Еще раз. Да, я знаю, он философом был хорошим, а поэтом Да, он разве да. был? Именно писался, поэтому да? исламофашисты его убили. Это я не знал, прикинь. Хадбер. Афоризмы, пословицы у него гениальные, вообще Он был сногсшибательные, агностиком. актуальные. Он всю свою жизнь был агностиком.
А он разве не шиит был, а? Омар Хайям? Перс. Ну, типа, да, предки персы, да. Его мучили, А говорили, что сам, он значит, Он был безбожник. сам агностиком. агностик, да? Они его Сам мучили. Я? агностик был. А, В то безбожник даже? время, да, они в то время его мучили, вообще он очень бедствовал, нищенствовал. На подачке же. Его мучили вот эти мусульмане, алхамдулилля. И то, что там типа стихи там был. Так, у нас в Иншаллах. гостях ветеран Ганнибала. Ветерану Ганнибала, давай дадим слово. Ветеран Ганнибала. Пошел. Маршал, задумал, свобода, мокшай. Да, так сходу, просили, когда влезла, я ответ. ولا تقع بش عطي شديك خدر وين حاطة غيرت وين مسك دغير تبدأت وش حاطة غيرت عطي رباطتي يش بات Идут. وين ظلم ظهر دكتور وين يش بات وين بغير تبدأت تيجي ذا ليش نشوف فرقوا هو Орешник, وبارا Путинига, орешник, я, орешник, марш, кусолить. لا إذا شيناها أرسل هم دوتي تعشو تفيد لجيت ناد هم دا تحدوي خير مشتي شيء يلوم تياه نتار كده هم دوتش عشي يتعاهم قوة ساق بحسن خير ويا مسار خوش ما داي عندي استلشو لا دوخ شو قالوا وارت روسا Эхард, ну хорошо, Эхард. Что такое Эхард? Велтруд, я уфну. Другой мир. Это рай? Не, загробная жизнь, если, Ну если да. дословно, если смысловой, вернее, перевод, загробная жизнь. Эхо. Да, правильно. Как помните, ваххабиты говорили, один из девизов ваххабитов, Тяр дюни де Аллах, вайн эхар де Аллах. Это как заповедь, главная заповедь боксера. Уклоняйся от зла и наноси добро. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ой, Аспин, машаллах. Аспин Абу Бакр, он حافظ ذكر درعنا. Ay Allah da yayırmış sefer. At arabo ona imagine that. It does imagine although all was kuybyan. Parshdoch, نعر بدر يعني عشوات سجات عنده موتش ناغم حقيقة داتر حلوما تاخو شواتر عود الور عدوتك ساد واش دات يمدني نيوكان بوبوش ناغا نيوكا ليوشوش داتر بو انا عد اعرنا قل كتباش عصن بول عودنا كيلتش حقيقة دو نح هردتش حيث وعد ساعة وعيدك دعوة ستسويش سوول призыв к человеконенавистнической идеологии, к радикализму, к фанатизму. Абу Бакр с Астрой, отца, он эду гуланя, он обалбает бишмон, обас хансен сажим юхцу туашу, от ашдачу. Шук эдик дадал дишту, надо ваши досье отдавать властям тех стран, в которых вы находитесь. Властям тех стран, западных стран, в которых вы находитесь, как Басхан. Басхан призывал в одних из закрытых телеграм-каналов государственники, которые подконтрольны Заки Ахмаду, а также Шамилю Албакову со Страсбурга, так называемому генеральному консулу Чеченской Республики от имени правительства Заки Ахмада, к антисемитизму. И он работал в тесной связке с таким агентом, который находится в Москве, с Русни, под кодовым названием Бамба. Но в этом прямом эфире Бамба был под кодовым названием Погром, что само по себе объясняет саму суть их дискуссий. Погром – это была аналогия прямая к тому, что происходило в странах Восточной Европы в XIX веке. Погромы именно еврейские – Молдавия, Румыния, Венгрия, Польша, Россия, которые были спровоцированы царской охранкой. И поэтому мы все это
мониторим, мы наблюдаем, мы анализируем. И Пасхан Рамазан Музмагомадов с Ниццы, имам, русский, ФСБшный, в тесной связке с Бамбой, под кодом названия, но в тот день он был погром, призывали, нагнетали, проповедовали, проталкивали вот эту вот человеконенавистническую, шовинистическую, ксенофобскую идеологию ислама русского, православного, именно арабского ислама на Коране и Сунне. На Коране и Сунне. Все это зиждется на Коране и Сунне. Куда ты ни кинься, куда бы ты ни пошел, как бы ты ни говорил, все возвращается на круги своя. Это Коран и Сунна. Мухаммада. Есть Коран и то, что делал Мухаммад. Сунна, которая передается в хадисах. И они обсуждали эту всю идеологию, проталкивали ее, человеконенавистничество, ксенофобия, шовинизм, расизм и, самое главное, антисемитизм. Вот у них во всех их проблемах становились врагами евреи. А Пасхан Музмагомадов, ты живешь... Бамба-то ладно, живет в России, в Москве, ФСБшный агент, до него не добьются. Но ты-то во Франции. А ты знаешь, что там есть законы, которые за призывы к антисемитизму по законам, именно по уголовно-процессуальному кодексу, вас привлекают к уголовной ответственности и реальные сроки дают. Музмамад Магомадов, Бени, Басхан Музмамад, Паша. Рамазан Музмагомадов, ты не отвертишься, эти записи уже попали куда надо. Ты что творишь, ты что думаешь, ты так можешь вот так свободно болтать и тебя оставить в покое, там и умнее тебя агентов сажают, и тебя тем более посадят. И одновременно мы обращаемся к этому Арзби Абу Бакру с Австрии. Ты тоже попадешь, тебя тоже привлекут. В Австрии такое не проходит. Это да, раньше вы говорили, уже чеченцы юридически подкованы. Материал берут, накапливают и отдают правоохранительные соответствующие структуры тех стран, в которых вы находитесь. Это можно делать и анонимно. Просто отдаешь и уже по вам работают. Вы доигрались уже, все, хватит. Оставьте этих чеченцев покой со своей русской ФСБшной идеологией, которую вы проталкиваете по так называемым видам ислама. Мы Этому исламу русские, с идет нами он. Бог. Да, Сувейлом, хадис француз говорит. точно, Можно? ага, уже ветеран. Тяттен ол такша кузя охш, мечуя дохуш, выбор махалицун. Думаю, выбор несколько стран. Арабский мир, все, Россия, вчера. О Европе хави, бас. Акша интервью лучше не худит антиецер, сам диц мадиецер. Хатсун цен, дикмет хажа, хус хави, as интервью, шмадар дади цен цаду ашпич бяхтер бац. Der бац. Цер худит антиецер. صديق خرجتنا شو ديك دار وقدر مارش دار شي انت حدر بحاول يوخ شي دانيسيوش ايديولوجي تلقى دات نيخ شو تعال ارخ شال ليرشا ماتيو ليرشا تعبيس بيا كوريا ترس شو هاي تشالو اولوي رياتر كوريدور شو هاي كوريرس بيس بوخش دوي شو سوي تشي مغيراو يلا ميجي درسون بوخش خبرش دي تي يو هوكر هما متبخسي هوكر اول شو ما بدات هيد اك دل كوريدور شو دو شو ولسو يتوك شو ورسو شو هاشي ميو خو يو اك توالت حلقه هما يروح نورمال دعوه بتلاقي هون اك اوجي بوا بتلاقي هون يعملوا لوش شنو يشتم فيديو اثر يعمل لوش نهضم اك بابا هون تلاقي يو سارم شي يامن شريزي بوشقي شي اتوني حاجه اشخل حون اوجي سريع ما قردو خيوما اقوتي جو نتشناش اوجي تشو ويستيده عدو شق دولها يسوش يتشوها والخزيانة الحجيم أندو والخميرة والحوجة إيه قير وغيرت زوت شونت إيه حويش صحويش إيش تحق حالت إيه بول شو نيس أش دات باخ والويز عجيم خانيالج شو زكونش نيس دات هر زكونش بصوب زكونش داخ ديزر شو هر در وج در بوخش إيش توم قوقسون سير ديوتك يح سير قاتك وح بصوب ناخ ويتاح بوه المالك شو يتاح دو نيس متباك نيشو نو مرشو إيش دلاها شو شيء نت كربه مرشو يوخوريو شو شاش مبونخ وشاش مرشو خلق مرشو يوريوش نخ مبو كاري اماين يبوس يدينو شستو غود مرشو ني شوش مبو نا حيزين
لجمش ياتش جيرش ياتش تولكش ياتش يو داغستان شوليل خن بايشن سوام دل شدوي يتياخي تاني هيك الدوتش دول بيرشي بوستو دولار لشلات واشنر تاره ونداج بزديخ اني نكتوكر مليون اد مشرج مليون شايتك يا اخي تشان بوستو دولار لور اك ديك سوم يسجا لو كراحونا مليون بروست لور دات ناتش تكون دائما ديت ياخش هاني اي شو بيرجع تصدر جات يشوع حقي سوام كردا مت جات كناش تي سوري فوكاس كي بوه بقى موش نشال تسلو شعبين خربو نو تبيع زت يقوت دهم دات يا اخي تش توجه و حوزن كوان يحسن تريبو تشرر ذاكر شيات شدوي ايش بوه كالو يس يوروبي هون بوخت يتياتوس قوس هايون والنوخش شيخ از نرمان شق والشوبا وشولهار تي وقتنا ات مت كرير خوزي باكي راديكال ايديش تيوچدوي يمجواش داياش مجواش اوغانستان يحكيش لاج او باتشوتي يتك ليل واش ليلي الادو هوكي هابوي قصة ديوت يوم شدات وحتى برنسيب شو شخل يا دوتش داكشي ليل ارتاخ المديز اخير ديت ارتاعدو ليل ركدو هوكا الحلوش دو باسو بحدا لي حويش اش خات ياتو Aldo nach bies gezet, Aldo nach zeg, we doen dat nog zijn Aldo nach bies zet. Очень они им нужны. Он дать ищется, цер идеологии только актуаль хрятиш, а так никто. И Aldo nach бат, и шум ма бат. Ну что это значимость есть цен. هي خم بيش يوم تمقر قيات تسان يسان واه يا بوخش بس باش هي خم بيش بولدين هو يخش بيش ادبل دقبو وين سا سوخر ورون داج تان انترنت شو نادون ديتسلوش دو وين هو بيلورش بيز هون داج حلو لالو روات ايتالو بالالو روات نياش داش داش سترويكش ياش يو دادش داش بيز هايو داش لالو روات كيدك لالو روات هورش اتاريال مس ساريال هوش داش دقبو كربالش لورش سيرخوز ربوتنيكش ميل بول مت يا بوبش بول شاريال هوش داخ هورش ساريال ميل بش هوش داخ دق بوكوش ياش خوبش مبوس على كان يحتخيت اس داخل ريزي باتو شو نيس اش دات بوش دير بو اش نيس اش خايوكش اش بابو اشو زشوت نيخ اشدو شو نيس اش دات بوش سير هيخ بوش بيش بلدي يخترودا يا ايوش اش بوش اخي وين لسه كبير يفضل واخا غير شو أيوه شيء يوروبي اه أيوه أوه حال حبيخنا بتيران أوه جميل بابا شيء يوروبي Otuda kahiluchna hiluchna حال خصوصا تعترف بالاشبوط مالنش امامش مستخل موت اباك مستخل مشهور как раз чорахсо сүйрді келші масері хилы куду айшын тахан ацхайн хавиенага резко контраст поменялся. Представь отцу разрухи, томюкир хавиена, тебе сразу на руках взяли, как ребенка, осадили, дина ху тетюш, вона накар, пулил за тебя, да, يقومش حقيقش دعوضوش حوضوش переводчик луч, ассистент луч. И начали сразу мот амбош. О, диктатура лидер, أخذ عدو ذاتي эту картину васпаш гына да коно войн хетек Чечня без чеченов хилил дать и что дعوة сразу и что второе то му был белериш разгаск цок قيل да كوارت قوش بيلرق تير إيش حتحكي تشيل حتحكي اللي تيلي همانش за это время расслабиться один ашвал воксагуй примерно в годах мот лер и керется берз юх арвел дискотеки шко лили удац да ударюсь я в религию али ачукитерак он эльч куза да хаж наш арбош бу бусу асалам дал мен кисохо шума дац кито. И вот так они заходят в этот монастырь, то есть между чу биши, мот амбат сабел, кая кер сабер сумел ехать сахулингвала цахе бош, да? На расслабухе человек уже все, двизал низ бак баш, як проблем есть,
захотел жениться, месяц поработал, айдлу квартиру, лахаек, хало, أحسن إنه صديق أنت عنيسو قيتو. И этот момент и отстает человек от дающего прогресса. И они зависли от этих قوانين шариатские, ази, хил, тигр сескок, момент и тига застрять на снах. Аю проблем. Это что? Это молодежь, хаз, яхин. Вот молодежью, шекер, хаэт, школа, хагдер, дуй. Старый пердунеш, зао, стамбе, ца, соцан. Отойти в сторону, дать дорогу молодым. И все. Даях религии, шин, чуаин. Ойгер даях на религии, ойгер даях на гвалату. Ёрш солнцаха ош. Сонгшнах вроде бацош, канальдаш. Цар гуанши в начале вокпохой гукали халхваташ. Это в начале да халхваташ, а виш хилар деш хил аль. Это та встречешь, это та хет на этом расслабился. Но дунья да дюч, ду гор ден хитслаш, ду خشلا تاج مساجة بس صحيحا بس قام عواش درس عواش أكيد هو الواقع الله الواقع اللي ألشن يبكي ألدوي وجدوا أشبيله لسي إرداتي نوت بكي خلبي يشبو نوتولك ملش ببكي حيقل هو مادوش مالا ديوج يديت سوم دول يشبو بكي خلبي يشبوش هنت سوجيبوش دو وقتك استعولش وقت ميال خس خيتر تا استعتوم خيات دو درس مي انتريسنا بلو إستوري سبريح ديگر دو كل خوز خان خلال جديتور ده تو خس خيتر تا ميال خس ديتور ها شيخ ترسن داني سو ديتور خس خيتر تا بكناخ وقتك شا ديتي شو شخلويش شو ديتهم خلا ديسون كيجيناخ اتوم انت يحكي غير شخل بيش بوش استوري همنا بيش بو بكناخ نو باتاي قنبلناخ ديتو ما دو شر بس خاناري ارس بي ابو بكري هوشوش ديتو ما دين ديوش بيش بودو اربو موات بيوش اربو موات بيوش بيش نيت وي موات وي غلقش ديوش بيش بيز وين اربو ديت ونو مليار مش بوش بمليون وي ديت ناخ كز بوتان وبكنا إديت باش إديت خوش باش كذبوا أربعة دين ملو شغل دوتش دو أربعة دين دوت تجيروش بيت تمش بيت إخ وبشي إخ مليون إموالش بوش بيت وجيت إنترنت شعبوي أربعة إموالش خير وين نختيهم دوتش بول نخ بيز وين ما إخ سجليني بات нормально маду дадуч так ветеран это نسبة дадуч أبوغ шейтин نسبة маду это نسبة بوست وخلي ويندوش так ويدин мадати ويندوش так ويدin that's мадати ду Это ويدin арабская история. безах Это арабская история. Арабские истории царь. Сейчас табяш. И это же, и хума дюня не вязать доверч. Идеологии, и динду, это их идеология. Еще через историю навязывать дяш. Дугаешь, он хоккол, обер, хердер, бохш. Обу валит бянч, овер, хоккол, сражение, выиграть. Вот иш навязывать дяш. А вы, худу, и пич, это лет. Дюнал дошел деш, дуй. Прогибать сададует. Ял, совелер ваху, шо саишь. Da svet daje ladjah jimletter usar diskulšu. ما شغلوش مساجة نسبة عشان طبعا 99% واخوشن كي بقنش ببوشة كيين شوش قيا زوديالين شا لبوش رولك شو من هايشة محمد سن أصحاب شي اللي نجوز قي ستوري يش أدم دات وين يقع ديسن ويكوشن نعم كل ميزانياتهم ساريس تهان гуанц ойлэш وده мухил я понимаю сюха бахман скобелаш тхавоз раз хорошо мы обмануты при коммунизме халкинаты хет вообще хоч да детер خون بوصل بوع الات غير بوصل شيء ده شو لامز دار قمر قابا قمر قوبش المومنتش خلوة نو أتخينا أزا يوخ وي ورداش ليلنا قدوي أزا وين حموه دينا
وين حديش لقي تغن حقوش دوش لقي رازن سوقز نيبا إزملا إيتا تغن أجي ده موهي حايدين مصو قام حو إيقور سابيد بوش حيس لو قام شي استوري قاستوغيش اتسن تقاتغيش كورنش تقاتغيش والشو اوي دعبغان عربو استوري عاموغيش شون تغن действительно تغن إيس بيوش بوصو بدوي ودسخ بور وليلنا بوصو بدين تخيوه تغن يسي اتسومان قاروي نخشيو يعربو سوقهم هكذاتهم ويدعدو قدشون ровно через 20 лет эти وين سسيج سنخك بوشون магомедович бош видишь أبا ادو وي ورداش истории داخ ديزوي وي دين خلوه وي تاع هم داتو وي تودش وي توش دين تاع هم داتو أباك إي انا عربتي هيت رولك مص يقطع وشانش واحد إي أوكراني تو نوختي كان وين هودنا عموت هما از عربوش من هما تدينا عربو دين عربو هم دات تيوش بوش ناغن دات بريمير يوقس وس أوكراني تو نوختي كان تيك سيبريغ ديگر قدك أيون أج это чтобы мне помочь, чтобы попасть в райбак, то ему хретон. не ю поколение моего ist Вот и это бакасо, и юка поколение, مص подвал что идин кер это бомбежек идин беш дат тахан цан чуча 1500 междикден قطعنا ار توالج ات ارمي تجودا اخشك دون باش ايش زتاك يوت باش قزر استعجم شي تخيل выскакивает в Россию остальные шварт мабовсы чуаш صحهم ما حيغي تغاتن غراق ده إستوري بتاع ضياق مصو شو دعبو ضياق خور شو بوسو بدين ودعدو شو خضر تعرشي وبيحكي إستوري خلق شو باش это shit это on тебе не поможет, чтобы попасть в рай. да Только поможет вот этот. Иди сюда, представь дек دي дуй. دخلت السنة تخان تقع دوش اتآيت دي سورة خوش غواتسون از دي اديشنا دوق دوقهم просто شين اتك شي تيجا دعدويتشتك دعلي ليشانا ووش موسل شو ادم هلا وين حدين وين ميلدك دعدك وين هون تسير دوبوخ شوين قار حديث نو همان شه هون استخن وب شيء اتحسخ سونم تخاتك سبيرو до конца цапунт где уйти а вен ёхш сунам тахатик хал дук цуюк экаре вен ёхш вен дохш моменти цар келца иен бахшунас вей до чхилвагдуй цар цахум садиен апонти наоборот ودك دعوه شو ويلشن دقن ديتيس حيدوزو حوصة واخين خز ويحوز حديث يشيوش تو دين يهودين دو راش تفست يا ليش ذات عم زوق ويش بوسو ناخيا يغلق شخل شوك بول هوكاك يغلق شخل دي يشدر بوسو ناخيا يغلق شدي بوسو ناخيا مال خزغلق شدو ولي سون تخا هوكاك رحيت ويتاه مال شيخ بول مال خزغلق شدو تير هاد إيزوش خير خز ومتشدوش ديت غلقش بيش عادو تير دي نابروت ويغلق شدوك ويدو تاقر حيت ديش يحتاق يتردات دوكم هرش بابو ويخ نابروت بقي بيش يمعلم إشي يوحكي يلدوي يفايز باش نشي دايشكر حيوخ شو اللي كربت سادي أشي تأدي الزر بلاتش سالوش بدي خوش بدي هورشر ماشيلو همالو اتوارش كلادوخش بول نخ وهليش يش مقش خلي لا مدات مقش وشو عودل كوارتر عودل ولتك تا يحكي لو مي لادوخش ولتك تو بوه كتيش اتيش ولتك تول يش شو مايو مش عادو خير خز غلقش وين غلقش دوك تولك ليل وديسكوي وين ليل مودو وين ديش تخلش ات عربوش كلادوخش وين بوصو الدنيا خز غلقش ده هو عربوش كاع مساك خلديش نرقي غلقش خير دم دات اذا كان غلق كويوت خا هر همش وين يحيخ مش بيشل ناخ إيرا بيشوي كم شو ستدايش دي شلوش نو سوام دات إباهندوش قوم أستوخي اليسق قوم البيتش بوتشو تكشي دي سوام لوش نو سوام لوريال كاكيست اتراسكي شو نال ماستخي لويش شوي ات ماستخ شون إن عندك ماش ديك دو اتشو آها وي يخل إيرا دوش دات إدوك إدين
وجه خان بوك المجد يقول اللي الواش دولم ظلم ده داش المجد نال ظلم يدو يا المجد يقول خل يخواش خل وبرولات ده أتو الدنيا يقول اسمه يقول ناتش نال ظلم دو المجد جيني بيان المجد يبوكي هو داش يخل أنشو ستدايش ديش تديش بلغ تبا بل هو يش دات ديش يش دات نال دول ما دال لوش دو ورد يا يازين دو بو يمشيش دو أدم يواش ما دو شو ستدايش خاتو إيري وين قش ظلمي دالش متكوكي وعمدات ظلمي متكوكي ظلمي وين قش دالش عمدات ويتراندات نيجي بويس دوتك زعم تتوادات ساهم أولو إش دقو حيخسون أز إيرهم دوي uns примерно из сепа коленей قطعة ниже قطعة на 10, на 5 лет. Ну, возьмем в пределах 30 лет, ماجدك شحولت أديش خزرق أز ماجدك شكدو شوخ سكوش 10 لات بوش بيتا از دين تحقين إيش نيسل دوش لشون молодежь не пойдет на это, я надеюсь. Es ärvel, es turci ahena qovi sagui, etsigi hawos qicho krugmin qihigu el sahietson vai. Tsahbesh aniserno nutri yol shuteres, du tsabesh sana arboyos. Snulu klassa dadu madu tahandek. Snulu klassa sadik ek shkol ek mosso tsa propaganda tsondela zberan tsaha azjim doqirdu dela интернет ума чучевало чагуч да дулдало лед тронулся господа цундела нисло душун да муа мой бакванти коч душун الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر да да يلا есть сразу ويني موافقة ده كمان مش نجا حتى وقصة خدوا ساعة إيش نجوا حلو خصوصا إيش ده دقيقة ولا اسمها حقا ويني اندري الين با اندري الين عارف ويني ديلا خصوم يتحدق حارسون سيرت تشيشني مايك شو حلوك حيخم بوش ونيوخ دعوة لدو حددات دارس الله يا صوت لامز دخلني عليك يا رزق عليك كده الله أكبر Makvai, harka jebode gečka, jahi reces, vai gozde po ale erbo ona išnofte fingaca johat avo jahara ciga. Od Turcinu, cera jupe po išnofče hop ir borcun dir da anana, ne, cažim som kompo esantavom, skangres je sinate zanšto, karila, ištješo, nisi hir. Vai je cahom dadu šardu, vai nohči holmana, vai hachula, mojila duva, can pejda dekhalit. Vai أخشوا شبيست خلوات تطولوا تطولوا تنتظر يرزع ويقول لك что он дух не ищет себя мышь махой. Ажал, кто захватил Сирию? Почему она обречена и что будет дальше? Отвечаем как бы на самые неприятные, но актуальные вопросы. Что произошло в Сирии? Сирию разорвало по швам. Много десятков лет эти швы держали вместе лоскутное дело под названием Сирийская Арабская Республика. В Википедии уже поспешили обозначить годы ее существования 1963-2024 год. Самая светская республика региона сложилась из народов Ближнего Востока, избавившихся от гнета западного колониализма. Эта формулировка устраивала и объединяла совершенно разные народы и религиозные группы, существующие в границах одного государства. Шли годы, колониальный гнет постепенно ушел в прошлое. Условный Запад, благодаря культурной и идеологической экспансии, сменил знак минус на знак плюс, опять стал притягателен и интересен для простого сирийца. Старший Асад в 60-70-х годах наконец-то накормил Сирию, избавившись от монокультур, как наследие колониального прошлого. Теперь в Сирии растили и росло все от пшеницы до апельсинов. Система ирригации и собственное производство удобрений оживили мертвые земли. К сожалению, все-таки человек начинает думать о своем месте в мире. Но это уже чуть-чуть неправильно, ну, как бы добавляем. Вот они начали думать о месте в своем мире от диктатуры, которую установил там старший Асад при поддержке Советского Союза.
Продолжает. Дрожащая ли он тварь или право имеет? И доложили ли ему кашки, если соседу положили больше? И сразу же начались проблемы. Не могли не начаться из-за разности культур и менталитетов. Не случайно с 60-х годов в Сирии действовал режим чрезвычайного положения. По общественному договору Сирия была светским государством. Например, в центре Дамаска, в районе площади имени поэта Фирдауси, один за другим шли винная ловчонка с прекрасным иорданским виски и спиртными напитками со всего мира, работающие круглосуточно. Потом пара кинотеатров, где крутили легкую эротику уровня позднесоветской Эммануэли или греческой смоковницы. Дальше располагалась мечеть, а возле христианской миссии стоял столбом дым над кальянным залом на 100 посадочных мест. В старом городе работали христианские храмы, а библейские топонимы никто не трогал. Сирия была обречена. Религиозное большинство в Сирии – это сунниты, 60% населения. Власть со времен Асада-старшего, это Хафиз Асад, бывший военный служащий, который сделал государственный переворот, принадлежала алавитам. Их в Сирии всего 15%, и выбор правителя из этой религиозной группы поначалу устраивал всех. Следующая группа 9%. Это курды, которые были всегда себе на уме, обладали военным потенциалом и мечтали о своем государстве на сирийских, иракских и турецких землях. Особенно сильно курды стали мечтать, когда американцы пообещали им независимость. По странному совпадению перед свержением Саддама. И обещания выполнили, хотя нынешний Курдистан – это квазигосударство без правительства, парламент в столице Эрбиль закрыт на ржавый замок за ненадобностью. Курдское государство еще не вызрело, оно продолжает рождаться, а еще в Сирии немало христиан, их даже больше курдов, 13-14%. Наверное, им тоже хотелось какой-то обособленности на древних библейских землях. Характерный штрих: христианская община Сирии поддержала Асада только на второй год кровопролитной гражданской войны, когда стало ясно, что под ИГИЛ, а это, как мы говорили и будем говорить, русский проект ФСБшный, СВР и ГРУ там очень сильно поработали, из бывших военнослужащих иракской армии, а также членов партии БААС иракской, они создали эту организацию, так называемую религиозно-исламскую, муджахидинскую, чтобы пойти в международное народное сообщество на правах стратегического партнера США. И таким образом они прикрыли свою лавочку, то есть постарались войти в международное сообщество после принятия санкций, после аннексии варварской, гибридной, а также прямой военной агрессии против Украины и аннексии Крыма. 2014-2015 год начинается военная интервенция России в Сирии. Продолжаем. Что под ИГИЛ? Запрещенная РФ организация, хотя они ее сами запрещают. Они не выживут. И джизью это налог, так называемый исламский. Исламский налог для неверных 30 золотых дукатов в год. Их проблемы не решит. 8 спокойных лет мира получило правительство Асада благодаря военному прямому вмешательству России, Ирана и Хезболлы, поддерживаемой Ираном и поставляемое через Иран российское оружие для Хезболлы. А Хезболла, как мы знаем, это шиитская организация на юге Ливана. Нужно было использовать для реформирования государства. Но для реформ нужно было поступиться властью, ущемить кого-то из приближенных, одарить тех, кого не любишь, презираешь, на кого затаил лютую обиду. Отдал свою бесплатность, значит слаб. Реформы не в восточной традиции. И Асад не стал их проводить. Это Башар Асад, значит. Итог мы видим. Как такое могло случиться? Почему Сирия, в одиночку выстоявшая самые тяжелые годы гражданской войны, буквально рассыпалась за несколько суток? Главный фактор – прочность. Все на свете имеет свой предел. Официально тотальная гражданская война, а на самом деле именно подавление, военное истребление населения с этим режимом Башара Асада, который поддерживался еще со времен Советского Союза, и в 2015 году прямой военной интервенции России с использованием химического оружия, фосфорных бомб, вакуумных, кассетных бомб, авиации, которая Россия применяла, сбрасывала бомбы прямо на населенные кварталы. А в Сирии в последние дни до 2011 года, сразу после падения Ливии. Этот пример был хорошим уроком, и сирийцы держались. В 2014 году это не сирийцы держались, а режим, который поддержала Россия с помощью своего оружия и своей армии. В 2014 году враг окончательно оформился как единая сила после фетвы о создании ИГИЛ. Ну, как мы знаем, благодаря этому ИГИЛу
русские смогли более-менее вернуться на международную арену. В 2015 году сирийская армия, как рассказывали мне сами военные, потеряла 75, ну, со слов военных, именно сирийских вот этих вот подконтрольных России военных, так называемых Башара Асадова армии. 70% личного состава убитыми, ранеными, дезертирами. Из беглых офицеров даже сформировалась свободная сирийская армия, воевавшая с ИГИЛ, как они говорят, бок о бок. Но в 2015 году Сирии на помощь пришла Россия. Подключились Иран, Китай, а шииты из Хезболлы и так воевали за Асада. В эти годы отношение к русским на улицах было незабываемым. Тебе обязательно, вот это как бы пишет про то, что как бы русских понимают. Тебе обязательно сообщают, что ты садых друг бесплатно поели чаем, в ресторане повар мог выложить из лаваша звезду. Это для наших мусульмановцев, мусульман, чтобы они понимали, как арабы дружили с русскими. А это на самом деле тоже правда. Арабам не нравится с кем дружить. То они не с одними дружат, завтра с другими. И тебе же сегодня они будут тебя встречать, кормить едой, как ты спину повернул, тебе же нож загонят в спину. Это же Восток, это же арабы. Ну, чтобы понимали. Мы ничего против... Да, они разные, мусульмане, сунниты там все. Ну, мусульмане, да, да. А что они воюют друг друга? Потому что они мухаммадовцы все, у них джихад там. Да. Так, в эти годы отношение к русским на улицах было незабываемым. Это чтобы наши мусульмановцы знали, что арабам ближе русские, чем вы, мусульмановцы, недоарабы, которые служит та же Россия, для того, чтобы потом говорить, что вы там мусульмановцы, заходить с оружием в руках и вас же убивать, и устанавливать свои порядки там тоже. И таким образом они уменьшают наше чеченское население с помощью своей религии, русской православной, Ахлу Сунны ва Аль-Джама, Ислам, Оран, Сунна и Бизма, вот передача вместе с Аль-Ляхом. Что ты, садык, друг, бесплатно поели чаем, в ресторане повар мог выложить из лаваша звезду и отказаться от денег. В такси не раз ездили бесплатно русских, возили в такси в Дамаске, Хомсе, Латаки. Но, как рассказывали люди, именно русскоязычные, вот эти вот все русские солдаты, воевавшие за Сирию примерно с 20-х годов, эта любовь стала проходить. Номинальное завершение войны не дало народам Сирии ничего. Доллар на начало войны стоил 45 фунтов, теперь 14 500 фунтов. Это сирийские фунты. Промышленность так и не запустили, нищета и безработица остались. Махабарат, это значит служба госбезопасности, как ФСБ в России, чтобы подтвердить свою нужность, продолжала ловить и сажать неугодных и подозрительных. Даже простых гражданских лиц сирийских сажали, пытали, занимались вымогательством. Это то же, что делала ФСБ и делает ФСБ на территории оккупированной Чешской Республики. И то, что делает... Да. Чисто русская методика. Чисто русская методика ФСБ, ГРУ, СВР, пытать, убивать, насиловать, продавать, потом даже тела мертвые продают. Это чисто русская политика, это чисто русский мир. Я видел, как сирийцы натурально вздрагивают от слова «махабарат». Бюрократия осталась на своих местах. Вы не знаете, что такое сирийская бюрократия. Представьте себе некое учреждение, как в русский мир, вот как в России бюрократия, там тоже нет установления. Стандартный канцелярский стол, за которым сидят сразу 3 бюрократа, чуть ли на коленях друг у друга. Один дает мастер-класс, другой учится, третий прислуживает и бегает за сигаретами. Потому что все курят без остановки. Никаких компьютеров, только груды бумаги, облезлые счеты и чашечки для мате. Когда будет решен мой вопрос, ответ букра, то есть завтра. Приходишь завтра, тебе говорят букра. Смысл понятен. Но это мы, как мы любим прикалываться, как в России заходим на госуслуги. Это такая же система, как в России. А люди живут в каком-то таком кошмаре десятками лет, и просвета нет. С войной то же самое. Когда она совсем закончится, не знал никто. А власть это не сильно беспокоила. Но они же воевали. Противник четко отследил этот надлом, усталость, выгорание и ударил, как говорят они здесь, по-ленински. А мы говорим по-турецки. Это называется турецкий гамбит. Это наш Таганушка там сработал. Сегодня еще рано, завтра поздно. Почему получилось так лихо? Гражданские войны, а на самом деле русская военная интервенция, которую поддержала режим Башара Асада, нужно заканчивать любой ценой, не откладывать их завершение на потом. Даже если ты сегодня прольешь реки крови, этим ты просто избежишь моря крови завтра. В Сирии решили договориться. Началась
Всем привычная возня с турками, американцами, какими-то комиссиями по примирению, зонами ответственности и разграничительными линиями, на которые все плевать хотели. Миротворчество в пользу бедных и глупых, услада сердца для хитрых подонков, готовящих реванш. Так было во все времена, и непонятно, зачем было вестись на этот развод снова и снова. Замирившихся муджайдов, боевиков, муждахедов, муздахедов, мадждахедов. Зовите как хотите. Все они русские православные ахлюсунщики. Вместе с семьями на автобусах вывозили из Алеппо в официальную столицу в то время русского ИГИЛ, ФСБшного, город Идлиб со стрелковым оружием. И даже по бутылочке воды выдавали. Сейчас после падения Сирии, они говорят после падения Сирии, а сейчас после падения режима Башара Асада, поддерживаемого оружием русскими же, и так называемыми музмахмадовцами, которых создали русские, но которые потом перекупила Турция, и которых направила Турция, понимаете? Ресурсы вооруженной протурецкой, музмахмадовской, так называемой военной силы под командованием вот этого Джаллаби Аллаби транслируют хвастливую, но верную поговорку: уехали на автобусах, вернулись на танках. Муждахеды, маждахеды, зовите как хотите их. Сразу начали готовить следующую войну, а в Сирии расслабились и умыли руки. А в Сирии не расслабились, просто у России не было сил, потому что она завязана в Украине. А Башар Асад, являясь таким же коррупционером, таким же, как наша оккупированная, установленная Россией власть, такие же они недальновидные, глупые же, они же вообще необразованные, глупые коррупционеры. И поэтому у них вся государственная так называемая Башар-Асадовская структура, она просто прогнила насквозь. Расслабились и умыли руки. Для начала разогнали всех успешных и боевых так называемых сирийских генералов, чтобы не претендовали на власть. И их и так-то было по пальцам пересчитать. Чувствуя себя под надежным прикрытием военно-воздушных сил Российской Федерации, никто в Сирию армию реформировать не хотел и не стал. Именно Башар Асад, потому что он всегда думал, что Россия его поддержит. А как мы знаем, Россия никогда не прощает никому попытки дружить с собой. Россия всегда всех предает. В отличие от противника. А противник явился на продолжение войны со всеми наработками, которые появились во время русской интервенции, военной, наглой, самой вероломной, и нападения на Украину. Именно они называют это СВО, на самом деле это военная интервенция, варварское, вероломное, военное нападение на независимое суверенное государство Украины. И все эти разработки, которые там они увидели, новые новинки, нововведения, дроны, все это было применено Турции, и Турция дала этим так называемым муждахедам, маджахедам, и даже если посмотреть на карту, мы видим, это со стороны Турции все это началось. Потому что все этот район контролируемый так называемыми муждахедами, исламистами, это было все создано буферная зона именно Турции. Оказывается, Запад пристально следил и внедрял малую беспилотную авиацию, электронную систему управления боем, целеуказаниями и разведкой, повышал мобильность оппозиции. А как мы знаем, в Турции все западные технологии, и Турция является членом НАТО. Так называемые мусульмане, наши чеченно-говорящие мюзмахмадовцы, которые говорят: Эрдоган, халифу, Турции быстро начал, ю-шу цог. Турции НАТО, ю-хаю, гезли, сами улиш хачеэлыш, мугалдиши. Erdogan, Audom, Mavat, что бусал Диндич, еще ухля, что еще турецкий почал печалешь. Едешь, что санил хачеэлыш, ног чуть-чуть ок. Арен Запад, почал, что бэш, что чукуш, что тебя туамбоч, и мялю хачеэли, мажвашил, и фили махкари, раскаш, раскамах, бичарашямен, убичец, малю боши. Активизируйте. Диа, туркшбу и буалюш. Все агаска был мусал на метабя, а я буалюш. А что хотели? Станем от яхты сейчас. Туркша бусалдин чадаряш бачу. Что саню хотели? Бусалдин сани. Халкадеш, ледеш, келахпиш лиушну. НАТО юхаю Турция. Тебя американские военные базы, авиационную. Чайду тебя. Электронную систему управления боем, целеуказаниями и разведкой. Повышал мобильность оппозиции. Никаких еле чапающих по дорогам танков, мотоциклы, пикапы, дроны, разведчики и дроны ударные. Еще загоняли в Сирию ишаков, нагруженных золотом. Они зачастую эффективнее ядерного оружия. Сирийские военные особая каста, это Башар Асадовская военная вот эта вот хунта, особая каста
И отношения с режимом у них были не самые теплые. Удар по Сирии, а именно удар по режиму Басара Асада с помощью Турции, очень целенаправленная, глубоко продуманная, многоэшелонированная военная операция под чутким руководством Турции, так называемыми исламистами, музмахмадовцами, мадждахедами, была слаженной со всех направлений. Вооруженная исламская гвардия шариатская, управляемая Турцией, заняла территории, прилегающие к Турции, Израилю, и Израиль, увидя это все, наконец-то начал двигаться на голландских высотах, чтобы создать буферную зону, компенсируя обиды за череду войн 60-70-х годов. Ну а курды одним наскоком взяли под контроль 40% нефтяных месторождений Сирии. Следом пала столица Дамаск, и все. Кто захватил, они говорят, Сирию? Новая редакция ИГИЛ, а потому что ИГИЛ был прикуплен Турцией, ИГИЛ, который создали из партии БАС и бывших военных Россия, турки аккуратно, нежно, по-восточному перекупили. И ИГИЛ перестал, они говорят, еще существовать в ее прежней форме, на современной повестке. И люди должны тянуться, а не пугаться. Поэтому пока никаких массовых, они говорят, расстрелов и отрубания голов людям в оранжевых робах, это потому что Турция контролирует эти все процессы. Хаят Тахрир Аш-Шам, они пишут тут, запрещена во всем мире. Да, она запрещена. Все те же самые салафиты-ваххабиты, исламисты, мадждахеды, но если так можно выразиться, с человеческим лицом. Это одно и то же. Это все одни бандиты с оружием в руках. Какие бы у них лозунги не были, какие бы они ни кричали «Аллах Акбер», да. Это по-любому Американ, Не, Америка нам но этот процесс контролируется с помощью Турции, через Турцию, потому что они хотят противостоять эту Турцию и Иран. Да. Да, там интересы Америки, поэтому мы об этом пока не говорим, но интерес Америки, чтобы подорвать военное присутствие Ирана и России. Это, да, это есть. Об этом мы поговорим позже, потом. Хаят Тахрир Аш-Шам. Все те же самые салафиты, ваххабиты, исламисты, мюзмахмадовцы, русские православные, ахлюсунны, ва'аль-джамаа, мадждахеды, но если так можно выразиться, с человеческим лицом. Не случайно лидер этой организации дал и первое интервью Западу с помощью CNN и заверил всех, что гонений по религиозному признаку не будет, а бывшие госслужащие продолжат работу. Если такое случится, новая власть устроит в Сирии многих. Раньше при ИГИЛ, русском православном Ахлюсунна ва'аль-джамаа ИГИЛе, которое создало и курировала русская ФСБ и Российская Федерация с помощью своих спецслужб, таких как ГРУ, СВР, как было? Неверный не имел права сидеть в присутствии правоверного, неверным брили головы, чтобы издалека было видно, сносили памятники на кладбищах, боролись с идолопоклонством, хотя сами были самыми ярыми идолопоклонниками, Кааба, Аллах, к примеру, возьмем. Самими правоверными тоже обходились строго, дети читали взрослым по пятницам Коран, ибо они безгрешны и стучали на родителей. Как у нас в Чечне. Сейчас любого ребенка возьми, кто ходит, он на своего отца настучит, он убьет своего родного отца, и они говорят, за пророка арабского. Ибо они безгрешны и стучали на родителей. Мол, папка выпивает по выходным, а мамка хранит пульт от спутникового ТВ, а у брата на заднем дворе спрятаны сигареты. Наказание – удары по пяткам палкой или штраф в долларах. Доллары – это важная деталь. Подождите, это Хаят Тахрир Аш-Шам. Такие же троцкисты 21 века, они говорят, как и ИГИЛ. Так же, как и русский ИГИЛ. Троцкист тоже русским революционером. Готовы на союз с любым шайтаном, с любым Аллахом, с любым мюзмахмадом, с любым пророком ради достижения тактической цели. Цель стратегическая одна – всемирный халифат, другой нет. И сами шайтаны, такие же троцкисты, мюзмахмадовцы, исламисты, аллах-акберовцы, готовы на союз с кем угодно. И нет сомнений, что в судьбе нового ИГИЛ, который перекупил Эрдоган, Турция, у русских, то есть у русских они прикольно, этих лидеров они перекупили, хотя организацию создала Россия, как мы уже говорили выше и всегда подчеркиваем, участвовали все те же США, Турция и Израиль. Посмотрим, насколько хватит этой дружбы и как сирийцам понравится новая власть.
Она по-любому не понравится. Любому человеку она не будет нравиться, диктатура. Какая бы она ни была. Северокорейская, исламская, мусульманская, халифатская, махмудовская, алляховская. Какая бы она, русская, без разницы. Она пока пытается им понравиться. Наверное, они помнят, как русский ИГИЛ вдруг превратились из союзников в лютых врагов. Как игиловцы гоняли по горам сирийский, американский, турецкий спецназ. Как вшивого по бане. На этом мы заканчиваем. Снова призываем всех: не поддавайтесь пропаганде, перестаньте верить этим русским православным ахлу-сунна джамаатчикам, пропагандистам, Абу Бакрам, Асханом Сницей, Заки Ахмаду, который сейчас поздравления только так и шлет своим русским православным ахлу-сунна братьям Тулсо, вот этих Тузикову, Шарикову, Абдурахманову, Янгулбаеву, Хасану Харитову, этому Шамилю Албакову. Там еще есть вот эти все, Джамбулату Сулейману. Вот все эти вот мусульманские, русские православные ахлюсучки, бородатые. Эти дагестаноязычные вот эти мусульмане с бордами, которые призывают всех мусульман, чтобы ехали в Сирию. Не верьте этим всем агентам ФСБ, ГРУ, СВР. Не лезьте туда, куда не надо. Нам не нужен ни ислам, нам не нужен ни Аллах, ни Мюзнамов. Возвращайте свое новчево, говорите на своем языке, изучайте свою историю. Старайтесь быть полезными тем обществом и тем странам, в которых вы находитесь. Интегрируйтесь, учитесь. Становитесь людьми. Делайте так, чтобы вас воспринимали как членов тех обществ, тех стран, тех гражданами тех государств, где вы живете. И не мечтайте о том, чего нет. Нету ни рая, нету ни ада, нету ничего нету. Есть жизнь здесь и сейчас. Больше ничего нет. Это факт. Если кто-то хочет добавить, пожалуйста, и на этом мы закончим наш сегодняшний прямой эфир. Союзу, Дахмаду и Шваху. Вене, наоборот, за своего отца жизнь отдал бы. Зимош, я трахаю. Я чё ты ангелараю, дочь. Ну, вообще, за отца, за матери, я нормально. И альбом, и это варишь. Der ist berecht, ist zu der Ramadan. طبعا حاسة قشو لأن ده ملوه لقر يتوانج مزمع متخيط باش ندوي صوت يحمين ساعة خيط شوات وين خيط وين ديت سنجي تخن قشتجي إيش دات ده مولاد عنيسلك دوير سيرنو لحت كيك دات ويشنت إدو ده مولاد ده ريس خيل قشو Ринчина, Владякчина, это было Масери. А я Музму Ахмада люблю больше, чем своих родителей. Да, это хорошо, это красиво. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. بعدك ديش عجل شو ده شو قير أولوس شو أتشون يأتدين سوليش واتشون اس تعني ديدو أسيرنو أربوشة ديدو شو يبودي شنا يو كريستيان شنا شو تعني ليش واتشون просто شيدك شنتيش أتوخ دو خيش باخشناس يفيل غيش وات تان نرمانا دوز وين دوخش دات и все وسترش يا أخي بعدك ديش إذا عدت ديزو سلاف هو منش Молда, Аббат, Сочи, мы же объявляем на всех языках мира, что мы не ведем никакую религиозную войну, битву. Мы не боремся с исламом, мы не боремся ни с одной нацией в мире. Мы говорим, ислам – это арабская религия. А нам, чеченцам, не надо навязывать русскую православную, исламскую идеологию, арабскую, рабскую идеологию. Пускай мусульмане будут мусульманами, уезжают к мусульманам, но чеченец не может себя называть мусульманином, одновременно быть чеченцем, потому что это две противоположные вещи, эти две
вещи друг другу не соответствующие. Короче, она в природе, эта вещь не может сосуществовать. Эти две вещи, они противопоказаны друг другу, противоположны. Это неоднородные вещи. Ислам и ночево. Потому что ислам человека превращает в животное. В животное, в прямом смысле, гамадрилообразно, шимпанзе, бабуин. Ты не можешь быть ногчего, хули чвакцо, дину. Ты думаешь, еще один, я оранж, арскела, темкела, белый, шелай Москву, не пускай Москву, уезжай туда, на болото, там занимаются молитвами, мечетями, проповедями, хутбами, насихатами, просто оставьте чешскую нацию в покое. И все эти мулы тоже пускают в Россию, в Москву и туда к арабам, в Мекку и Медину. А чеченцев надо оставить в покое. Не надо нам, чеченцам, это навязывать, эту идеологию варварскую. Так, кто хочет добавить, пожалуйста, добавляйте. К нам присоединился Леха, к нам присоединилась Мария, Лейла. Так, подожди, это не та Лейла, хорошо, ладно. Арчи, пожалуйста, если есть возможность, какое-нибудь легкое двухстишие, на этом и закончим, потому что вы у нас все-таки талантливый, очень талантливый человек. Да, навряд ли талантливый. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с разливом в синь, снова слово слизистое ошалело, меня встретил молодой ее сын. Великолепие. Это просто великолепие. Как вы такой, ну это просто восхитительно, изящно. Так, хорошо. Смотрите, дорогие друзья, я вижу, что у нас люди молчат, и поэтому мы, завершая наш прямой эфир, все-таки зачитаем хороший стих про свободу, потому что это самое важное, ценное, что у нас есть, и на чем зиждется сама культура, именно сама, это сам есть цемент, фундамент, стержень чеченской нации, свобода. Поэтому мы зачитаем стихотворение про свободу. Кстати, у нас в гостях Лейла, поэтесса, романистка. Она, конечно, если бы соизволила зачитать двухстишие, но я думаю, что она сейчас нам откажет. Лейла, вы нас слышите? Можете двухстишие какое-нибудь зачитать? Молчит, упорно молчит. Ладно, хорошо. Не хочет говорить. Мы будем говорить. Мы зачитаем стихотворение. Когда? Аллаху Акбар. А ты какой хотел, лауреат? Ты какой хотел про свободу? Изящное просто. Восхитительное. Высоконравственное, высококультурное. Хорошо, Лейла. Про свободу, да? Да, про свободу. Про свободу? Про свободу, да. Стихотворение о свободе. Заинтриговал. Дыши, пока дышится. Дыши – это временно. Дыши, все ведь движется, быстро или медленно. Смолчи грехом на душу, молись только искренне. Будет плохо или лучше, было бы небо да синее. Лишь это небо радует глаз, лишь это небо плачет по нам, лишь это небо просит всех нас не рушить души нашей храм. А в небе найдутся облака, а с неба посыплется снег, и в капле дождя отразится слеза, и в шелесте листьев твой смех. Беги, ведь не поздно еще, останься, если некуда больше, лишь небо твое, небо мое, лишь это небо все наше. За стенами неба не видно, но небо в душе навсегда. Дыши, чтобы не было стыдно, рассудит нас всех звезда. Дыши, пока дышится. Дыши, это временно. Дыши, все ведь движется, быстро или медленно. Лишь это небо радует глаз. Лишь это небо плачет по нам. Лишь это небо просит всех нас не рушить души нашей храм. Подписано Мир Безаков. Кстати, для всеобщей информации,
Это стихотворение было написано нашей поэтессой Лейлой, скромной поэтессой, очень стеснительная наша поэтесса. Она нам выслала на нашу вот эту вот редакцию именно культурных программ. И ваш покорный слуга зачитал. Огромное спасибо выражаем Лейле. Продолжайте ваше творчество. А мы будем зачитывать. أرجع Аминь. Лейла. يشتى هو ما يشوش أرجع يختار Арчи, продолжайте. Да, сейчас так. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. Кто не дочел ее романа и вдруг сумел расстаться с ним, как я с Онегиным моим. Прекрасно, великолепно. На этом, дорогие друзья, да, добавьте, пожалуйста. Лейла, это великолепный стиль. Да, великолепно. В духе Маяковского, в стиле Да, Маяковского. мы выражаем огромную благодарность Лейле, нашей поэтессе, таланту, самородку, постоянному участнику, слушателю, члену нашей поэтичной, вот этой вот именно кружку наших поэтов, так скажем. Огромное вам спасибо, Лейла, за то, что вы нам пишете, именно высылаете ваши стихи. Огромное спасибо. А мы будем зачитывать, даже если вы стесняетесь. Судя, Масейра Адикявой, Новче комик, Док Маршал Ду, Шейдейш Богой, Аксусона, Шей Дормиш, Шейсинош, Дейшхил, Шашлима Дейт, Лейшмахил, Мершхил, Шейсинош, Мершадо, Шейсинош, Шейдормиш, Шейсин Кинхитмин, Дейхили, Шашлица Дойч, Мерш Нахер, Охдуни нет мяа. Кыз дуашдо шей бокмош ларяш. Адмишника, адмишхли. Нохчалла адмала бошло хундушумиш. Адмишхли наху. Над яхаберт кирелла масайра адикел машал. Дерес хулерме устаз. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.